Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствуем вас на пресс-конференции, посвященной проекту фестивалю УЕН-Фест. Наши спикеры сегодня – министр культуры Республики Татарстан Аюпова Ирада Хафизяновна, актриса театра Камала Милюша Шайхутдинова и артист-кукловод театра кукол Акиет Альбина Шагалиева. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, коллеги. И первый вопрос, Ирада Хафизяновна, вам. УЕН-Фест. Если честно, пока проект для нас совсем новый и даже в какой-то степени секретный, потому что нигде никакой информации ни я, ни мои коллеги пока не нашли. Поэтому я так понимаю, что сегодня у нас произойдет презентация этого проекта. Хайрлы күн, исәнмесез, добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела провести для начала блиц-опрос. Ну, я понимаю, конечно, что мы все разные. У кого есть внуки, дети дошкольного и школьного возраста, я прошу просто поднять руку. Ну, у меня уже старше, скажем так. Второй вопрос. Кто из этих, вот вы часто видите у нас сегодня на улицах города детей, которые играют в традиционные игры? А вы сами, когда были маленькими, играли в какие-нибудь традиционные игры? А какие игры вы помните? А вы не бойтесь, говорите, давайте пообщаемся. Üzüş, boya satış, şülmek satış. Şülmek satış, kemalayı dürüst. Tepen oynayırıq biz. Bizne иге коп кырталмайлар. Вот яшьләр өчен ул вообще вот не знаю, да, это какая-то другая галактика. Я смотрю просто за вашей реакцией, правая сторона вообще просто не помнит объективно и не знает, о чем речь. Итак, мы много делаем, вы видите, благодаря Рустаму Нургалиевичу, благодаря проектам, которые сегодня, его команде, проектам, которые сегодня реализуются в республике, у нас создано очень комфортное общественное пространство. У нас стартовала программа по капитальному ремонту дворов, приведению, созданию новой среды во дворах. Но, простите, вот мне на памяти, у меня в памяти сохранился один такой мем, когда, извините, это, может быть, будет грубо сказано, значит, но отремонтированный двор, скамейка и фотография мужчины, двое мужчин сидят с бутылкой. Говорят, дворы отремонтировали, а люди все те же, и ситуация все та же. Вот для чего мы стартуем этот проект? Это была такая наша коллективная идея с учреждениями, мы долго обсуждали. Для того, чтобы в наших дворах зазвучал детский смех, чтобы семьи, потрясающе у нас сейчас как ситуация очень часто в семьях, когда вечером семьи собираются и все сидят в гаджетах, да, даже дети. Для меня был, я с племянником как-то ходила в театр кукол, кстати, театр кукол, и со мной рядом сидела семья, муж, жена и двое детей. Муж, жена, они честно смотрели за действием, которое происходит на сцене. Дети капризничали, детям сунули телефоны, в результате весь спектакль, дети просидели, что-то там играли, там на какие-то картинки щелкали, дети совсем маленькие, одному ребенку где-то было около 2 лет, другому около 6 лет, 5-6 лет. Мы откупаемся от своих детей, потому что у нас нет времени на коммуникацию, на теплую живую коммуникацию с ними. Поэтому этот проект, который направлен на 2 вида коммуникации. Первая коммуникация – это между детьми, и вторая коммуникация – это коммуникация внутрисемейная. В чем суть этого проекта? Мы решили сделать библиотеку в социальных сетях, специальный канал создали. Мы решили сделать библиотеку наших национальных игр. Это не только татарские игры, это и мордовские игры, и марийские игры, и русские игры, и чувашские игры. Вот тут представлены вообще традиционные игры народов, проживающих на территории Республики Татарстан. И наши коллективы, они сняли небольшие видеоролики. Вот я не проконтролировала, к сожалению, да, мы могли бы показать просто хотя бы один сюжет, чтобы показать, насколько это увлекательно. Здесь, ну вот. Мы делим детей на 2 команды. Команда воробьев и команда
говорю воробьи, то воробьи ловят ворон. Если я говорю вороны, то вороны ловят воробьев. Игра будет интереснее, если будешь говорить по слогам. То есть вороны или воробьи. Или можно обмануть, придумать совсем другое слово, ну чтобы было воро и дальше. Воробьи-вороны. Эта игра очень интересная и увлекательная. Она на скорость и внимательность. И еще, я не знаю... Еще один видеоролик Да, у вы нас. сейчас все расскажете, я пока просто... Мне нужно будет пораньше уйти, потому что у нас еще стратегия защищается, а? Qo'ya keldik. O'rmonga. Ne ishlaymiz bunda? Jilet ishlaymiz. Kimga kerak so'ng jilet? Davidga. Buraka, sen ne ishlaysiz? Yugurib qo'shamiz. Qo'shasizmi, yugurasizmi? Avval saydangiz jilet ishlaymiz. Manda jilet kubika. Manda jilet kubik. Ay, Nafisa hozir bosa buri bo'lib, hayda Nafisa bosali. Qo'rqitali bizni qishqirib yami? Hayda tog'i o'tiramiz, o'tirdi. Qo'ya keldik. Ishlarga. Buri kelsan ishlaymiz. Qo'shamiz. Hayda olaysiz, jiletni ishlaymiz. Qarasalar manda jiletlar bor ekan. Manda jilet. Oyu buri yo'q ekan. Manda jilet ko'p. Ay, buni tilkimiz. Ay, kimni tutdim? Aha! Jannatni tutdilar. Jannat hozir sen bo'lasan tilki. Qaylakar tilki bo'lib, nechik tilki yirik ko'rsatadi bizga. Nechik tilki? Alloh tilki ko'rsatadi tilkini. Uni nechik tilkilar yirik ekan, qaylakar tilkilar. Oyu bo'lsa nechik yirik, oyu bo'lsa nechik yirik. Oyular kilolatlar. Sen hozir tilki bo'larsan-gami? Aytamiz hozir ishlaymiz. Manda jilet ko'p ekan, oyu buri yo'q ekan. Manda jilet ko'p ekan, oyu buri yo'q ekan. Tilka keldi, tilka. Allah qaylakar tilka keldi. Ay, tilka. Tilka kimni tutar tilka? Ay, tutolmadi tilka, tutolmadi kimni tutar? Как вы видите, первыми подопытными кроликами были у нас дети артистического, артистов, да, потому что они опробовали это на своих детях. Здесь очень много роликов подготовлено, им это очень понравилось. Теперь о самом проекте. Итак, мы собрали небольшую библиотеку, которая будет пополняться, и к этому процессу мы вовлекли как все театрально-зрелищные учреждения республики, государственные ансамбль песни и танцы, каждый из них это ансамбль «Перменшик». Все они готовят на сегодняшний день свои презентации, свои традиционные игры. Мы собрали также небольшую библиотеку игр, которые архивные
телевизионные записи у нас были. И мы создаем, мы в пресс-релизах это будет указано, мы создаем и канал YouTube, где это будет размещаться. Кроме того, мы предполагаем, что этот процесс еще будет размещаться в социальных сетях под хэштегами, под определенными хэштегами, все здесь будет вам прописано. Смысл какой? Это будет онлайн-формат и офлайн-формат. Буквально в ближайшее время, когда, иншаллах, у нас откроется уже проведение массовых мероприятий до 40-50 человек, аниматоры Института культуры нашего, Казанского государственного института культуры, значит, театров, всех наших профессиональных театров, они будут приходить во дворы и организовывать с детьми вот эти традиционные игры, пока с участием профессиональных аниматоров и участников этого процесса, для того, чтобы мы показали вообще, ну, возродили, скажем так, да, вот эту культуру игры у наших детей. Но у нас предусмотрено еще, и, соответственно, затем мы предполагаем запустить онлайн-акцию, которая будет происходить в двух форматах. Это соревнование команд, то есть каждая команда может выложить ролик с уже реализованными в реальности играми, которые они нашли в нашей библиотеке, либо они могут изучить эту игру свою традиционную и реализовать ее уже сами, и заявить, чтобы к ним пришли известные артисты, известные, ну, просто как бы медийные личности, скажем так, и провели эту игру с ними во дворе. Это первый пласт, и у нас будет, то есть эти команды будут участвовать в конкурсе на общение с такими медийными личностями. Второй пласт – это уже в отношении тех людей, которые будут это в своих социальных сетях выкладывать и, соответственно, пропагандировать. То есть ребята, которые самостоятельно будут продвигать или популяризировать эти ролики с играми, записанными играми. У нас предусмотрен хороший пул призов. Эта акция будет длиться в течение года. И на 1 июня будущего года мы предполагаем, что вот для тех ребят, которые проявят наибольшую активность, у нас и традиционный, там велосипед, самокат, призы предусмотрены, но и еще мы рассматриваем все-таки возможность, надеюсь, что границы до того времени будут открыты, поездки семьи этого ребенка вместе, победителя ребенка с двумя родителями, либо, ну, то есть может поехать мама с 2 детьми, либо родители с 1 ребенком. Мы предполагаем, что они поедут в один из тематических парков. Ну, как вы понимаете, это все зависит от эпидемиологической ситуации, но тем не менее вот такой у нас суперприз, он предусмотрен тоже. Вот. В течение года также это будут разыгрываться акции различные, да, то есть промежуточные какие-то призовые истории. Для чего нам это, в моем понимании, это нужно? Вы знаете, я считаю, что у нас слишком много виртуального мира, слишком много, и у детей тоже много виртуального мира, и они теряют, утрачивают традиции реальной живой коммуникации. Они от этого страдают больше, чем мы с вами, потому что у нас хоть какой-то опыт с вами есть нормального человеческого общения. И самое важное, вот такое живое общение, оно формирует даже во дворах тех же командный дух и повышает, наверное, уровень доверия людей друг к другу. Если это внутри семьи, то это сплачивает семью. И мне кажется, что вот такого позитива, вы видите вот на эмоции этих детей, это реальный хороший позитив, позитивные эмоции, которые нам просто катастрофически необходимы в современном мире. Вот такая простая история. Конечно, у нас есть развитие. Мы уже думаем о том, чтобы все-таки через этот проект впоследствии продвигать уже наши традиционные и обрядовые игры. Да? То есть, ну, играми их не назовешь, да, вот это булмы, да, сумбеля, например, да, без хазер только сабантуй турундагана беля. Если копнуть больше у нас этого, понимаете? Коргабаткасы, да, вот у нас сейчас он вошел в список нематериального наследия, в российский список нематериального наследия ЮНЕСКО, ой, нематериального наследия, российский список. То есть вот такие жиен, да, вот мы хотим, вот мы поняли, что вообще, вот, кстати, к этому нас подвел
онлайн-формат, как ни странно. Мы поняли, во-первых, что вот эти все вот обрядовая эта культура, традиционная культура, она очень интересна молодежи. И знания о ней, они тоже просто, наверное, необходимы для того, чтобы ребенок понимал, осознавал собственную идентичность и себя. И поэтому, да, мне кажется, все это нашу жизнь сделает интереснее, подтолкнет нас еще больше к изучению родного языка, родной культуры и традиций родного края. Это вот, может быть, немножко эмоционально, сумбурно, но я, честное слово, я очень волнуюсь больше, чем вы, потому что я не знаю, для меня это очень важный проект. Я не знаю, как он пойдет дальше, но для меня это проект, который, ну, наверное, это своего рода как бы индикатор, насколько мы еще открыты, насколько наши сердца открыты к чистому, светлому, новому. Вот. Возвращаясь, заканчивая, я хотела бы вот вспомнить слова Рустама Нургалиевича, который, вот, наверное, самый большой подарок был за последние 10 дней, это то, что Владимир Владимирович Путин вначале обозначил культуру и сохранение традиций в качестве одного из ключевых приоритетов развития страны до 2030 года. Ну и затем Рустам Нургалиевич опубликовал свою программную статью, в которой он апеллирует к самосознанию каждого. И действительно, сохранить себя, сохранить собственную идентичность, сохранить собственную культуру мы можем, если только начнем с себя. Поэтому я призываю вас выступить с нашими информационными партнерами в этом проекте. Тем более, что я видела, что многие из вас подпевали под слова эти. Рахмат Йосан, спасибо. Рахмат. И реальные участники, я думаю, что будет интересно вот тем, кого вы увидите с экранов. Чиновники здесь не сильно нужны, поэтому... Уважаемые коллеги, если есть вопросы к Раде Хафизяновне, пожалуйста, задаем. Мы ее потому что должны отпустить. Да, пожалуйста. Если вопросов нет, давайте вернемся к нашим роликам, к нашим проектам. Рамиль, я попрошу в беззвучном формате, фоном просто наши ролики пустить. Первый ролик, и нам Альбина Шагалиева расскажет вот о своем проекте. Это второй. Первый ролик, пожалуйста, Рамиль. Добрый день. Вот в данном видеоролике мы объясняем детям, как играть в татарскую народную игру «Корлыгаш». Здесь мы объясняем правила игры, показываем, как играть в эту игру, ну и, конечно же, чему обучает эта игра. Мы в этот день сами играли, получили максимум удовольствия, и в этот вечер я, такая окрыленная, вернулась домой и решила сыграть в эту игру и вообще в другие игры национальные с детьми с нашего двора. И вы знаете, они были настолько счастливы, наши дети. Было так весело во дворе. Они в этот вечер все забыли про свои гаджеты. Мы так веселились, и дети с удовольствием играли в эти игры, потому что они раньше даже не знали, что есть такие игры. Да. И поэтому я хочу сказать, что есть очень большая потребность в этом проекте. И я как мама и как артист детского театра выражаю свою благодарность Министерству культуры за организацию этого проекта. Спасибо вам. Спасибо. Есть вопросы? Вопрос в этом. Тут, по-моему, перевод не очень. Карга – это ворона, а карлыгаш у нас ласточка. Тут про ласточки вообще и слова нет. Если мы хотим обучать и татарскому языку, надо, наверное, переводить дословно. Рахмет сіздің вот сұрауыңыз үшін. Сіз дұрыс айттыңыз. Здесь, когда перевели рус тіліне тәржіме еткенде, действительно, вот ворона, воробей – это созвучное, да, ласточка, она немножко выпивается. Поэтому татарская народная игра, но в русской транскрипции такие варианты у нас тоже будут. Но я попросила, вот с учетом вашего замечания, Карлыгаш, сандугаш диярга була. Но мында барбар здесь бұл бірінші слог,
Бірінші ижік бір түрлі болырға. Да, одинаковые должны быть, поэтому вот манан шигау. Но мы попросили, вот понимая это все, да, мы попросили, сейчас вот ребята чем занимаются, они еще делают титрирование. Мы делаем эти игры русско-татарскими, то есть мы переводим тут татарские на русский язык, и русские как бы, ну, постараемся, чтобы все-таки какие-то вещи, которые традиционные татарские игры, показать, вот, если в русском языке играем, хотя бы показать базу, варианты. Нам очень нужны помощники, я вам честно скажу. Вот этот проект, извините, конечно, ради бога, он вообще не имеет никакого бюджета. Это чисто проект, построенный на энтузиазме вот, группы единомышленников, которые сами все пишут в рамках своей деятельности, все это формируют, выкладывают. Бюджет будет только на поощрение, на поощрительные призы. Все. Почему, к сожалению, вот сейчас, чтобы вовлечь людей, очень важно, ну, какой-то пирожок в конце показать, да? Но я еще раз, мы будем благодарны за любую помощь, и более того, вот у нас Алсура Авиловна присутствует, она координатор, это Центр развития традиционной культуры, она сейчас немножко по-другому называется, вот, она оставит свои контакты в конце, да? Любые инициативы, любые идеи, если у вас какие-то ниндефикерляры болса, вот без харвакуташек, вот нам это очень нужно, понимаете, нам действительно вот это... Мы открыты для любого диалога, поэтому за любые идеи будем благодарны вам. Я уж так. Спасибо. Нет. Микрофонға ярым, Шахан. Біздің балалар турында, мына көрген балалар... Рамиль, второй ролик, пожалуйста. Театр балалары, артист балалары, оркестрдағы ойыншыларының балалары, бұл мақсус шақырылған балалар түгел, оларның исемнәре де Нәфисә, Нұрсултан, Сәйдә, Жәннәт, Сажидә, нинди матур исемнәр безнең театр балаларының. Мин аларны сәхнәдәш дусларым дим, чөнки алар сәхнәгә дә чыгалар. Зәңгәршәл спектаклендә бергә күмәк сәхнәләргә. Бу уеннарны без махсус уйнамадык. Без бу уеннарны театрда уйныйбыз. Спектакль вакытында, кич белән Зәңгәршәлдә мин балаларны җыеп, һәм ул артистлар да без бергә бу уеннарны уйныйбыз. Без идек. Мин менә Зөбәйдә миңа әйтә, Шүлмәк апа ди, чөнки мин аны күтәреп Шүлмәк сатам уйныйм. Шүлмәк. Шуңа күрә бу махсус эшләнелгән, безгә әйттеләр, без җыелдык та моны бергәләшеп күрсәттек. Мин үзем дә сәхнә театрда үскән бала, шуңа күрә минем белән дә элек артистлар уйныйлар иде, мин дә шулай балалар белән уеннар уйныйм. Шуңа күрә безнең уеннарыбыз бик күп, анда әле кызлар туган тел җырында җырлый, анда әле бииләрдә әтисенә багышланган җырларда җырлыйлар. Шуңа күрә безгә бу ниндидер бер этәргеч булды, без тагын моны, әгәр дә кемдер моны күрәсе килгәнгә, без сөенә моны төшердек. Чөнки безнең балалар нәкъ шундый менә яшьтә уйный торган, уйнарга ярата торган, бу барысы да менә безнең артистларның балалары. Шуңа күрә мин бик сөенә менә урманга барып төшердек. Һәм безгә бу бик, без әле уйлый башладык, уже фантазиябыз көчле, без инде кышкы уеннарны да күрсәтергә ничек барырга дип уйлыйбыз. Бу икенче этап бу. Шуңа күрә безнең әле тагын фикерләребез, уйларыбыз күп, һәм балаларыбыз рәхәтләнеп безнең Аллага шөкер уйный һәм татарча сөйләшә торган балалар. Театр сәхнәдәш дусларым. Рахмет, вот эти два ролика – это часть из всего материала, который подготовлен. А где мы можем посмотреть другие ролики? Алсу ханым. Микрофоныңыздың қобылсы. Сюда поближе. Сюда, пожалуйста, потому что у нас идет онлайн-трансляция, и коллеги смотрят в онлайне. Давайте я вам прочитаю, да? В микрофон, пожалуйста. Смотрите, у нас вот здесь в пресс-релизе, который мы распечатали, да, здесь ссылки есть и в ТикТоке, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Ютубе. Татфолк 2020 и Уенфест Татфолк 2020, да, и в Инстаграме есть. Да, Уенфест это вот единый, как бы единый адрес идет в основном. Здесь вот эти все ссылки есть. Поэтому, если можно, да, просто их очень тяжело озвучивать, мы вот поэтому сразу, чтобы не было проблем, мы написали в пресс-релизе. Мы их можем использовать. Есть. Да, вы это... Да, а вот с 1 августа покажи свою команду, и мы придем к вам. Это новый, то, что я говорила, когда
дворовые команды, они смогут продемонстрировать себя, разместить под этими хэштегами в ТикТоке, либо в Инстаграме ролики. И мы, соответственно, будем отсматривать. У нас собрана целая команда, которая будет отсматривать, мониторить эти публикации и, соответственно, приходить в гости к самым активным участникам. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Да. Рахимитович. Райли Хайлева, Семика журналы. Мында пресс-релизда көрінгенше оқыту программасы да бар деген фестиваль аңсысы қойшан болашақ мекен? Микрофонға сөйлерге керек. Білесіз мені үшін, чүнки біздің онлайнда бик көп коллегалар қорай, оларға ишетілсін үшін біз микрофонға сөйлейміз. Просто кетерге тиеш, Алсу, сен... Алсу Равиловна, мына мында келіңіз. Президиумға кел, пожалуйста. Тіге оқтан кіріп. Вот сюда прям. Сізге барыңызға рахмет. Я очень вам спасибо огромное. Я уверена, что мы все вместе с вами в этот проект включимся. И за любую помощь будем благодарны. Аллаға тапшырдық. Главное, чтобы это хороший день еще во всех смыслах. Рахмет Йосан. Я извиняюсь, убежала действительно. Добрый день, уважаемые коллеги. Часть образовательная, мы планируем начать ее в сентябре, потому что, как вы понимаете, что это социальный проект, и к образовательной части мы хотим подключить специалистов, поэтому в сентябре будет это тоже как онлайн вариант пока в настоящее время, то есть будут проведены мастер-классы, прямые эфиры, и также психологи, разъяснения какие-то будут даны, а также для чего вообще необходимо играть традиционные игры и что вообще, откуда эта традиция вообще возникла. То есть, ну, вот такую часть мы тоже хотим в рамках этого проекта дать. Коллеги, еще есть вопросы? Если нет вопросов, мы можем закончить. Если у вас остались индивидуальные вопросы, можете подойти в комнату для спикеров. Айрейли Рахмет. Уйыннар базасы бармы сездә менә каян алып сез уйыннарны нинди уйыннарга таянасыз? Ниндидер аерым уйыннар исемлеге бармы әле халык авызыятына таянасызмы? Мәсәлән, без үзебез белгән менә театрда нинди уйыннар уйныйбыз балалар белән, әле шуларны гына яздык. Базадан алай карап. Мин үзем кичкенә вакытта әби, әти, әниләр һәм театрда уйнаган уйыннар, алар барсына да билгеле уйыннар дип. У нас есть помимо как бы вот видеозаписи профессиональных театров, которые записывают свои игры, также у нас есть база данных игр традиционных, которые записывались во время проведения экспедиций научно-методическим отделом Республиканского центра развития традиционной культуры. И эти архивные записи, они тоже будут на этом сайте, то есть на YouTube-канале, в Инстаграме тоже будут представляться, но постепенно, то есть не все сразу мы будем выкладывать, то есть начиная с 1 августа мы постепенно будем выкладывать определенные, как бы, вот, чтобы было интересно и чтобы обращаться было к этому тоже интересно. Вот. Шоу. Бу проект шуның белән әһәмиятле. Монда балалар ишек алды уеннары белән генә танышмый, ә шулай ук милли халык уеннары белән дә танышалар. Булар инде бу халыкның мәдәнияте белән дә танышалар. Аның халык авыз иҗаты белән дә танышалар. Гомумән без шуның өчен бик сөенәбез балалар өчен. Алар бүтән халыкларның да мәдәниятен күрәләр. Бу аңлавымча Казан шәһәре өчен генә түгел, бөтен республика өчен. Бөтен республика өчен дә яшәү. Тагын сорауларыгыз бармы? Еще есть вопросы? Если нет вопросов, огромное вам спасибо за внимание. Спасибо нашим гостям. Барыгызга да уңышлар. Рәхмәт.